Продолжаем эфир нашего телеканала главными новостями к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главных темах. Какие работы проводятся во время самоизоляции? Наши корреспонденты расскажут о сегодняшней эпидобстановке в Алдане. Количество прибывающих резко снизилось в Амгинском районе после приостановки межмуниципального сообщения в регионе. Считать убытки или подстроиться под временные условия рынка. Продолжаем рассказывать о проблемах и новых решениях предпринимателей. В Якутии за минувшие сутки выявлено 10 случаев заболевания COVID-19. Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказал Айсен Николаев. Из них 8 – это рабочие в вахтовом поселке в Сунтарском районе. Строители дороги Вилюй, где ранее было выявлено 2 случая. Поселок будет на карантине до полного выздоровления всех больных. Из них 8 – это вахтовый поселок, который расположен в Сунтарском улусе у строителей автомобильной дороги Вилюй, где ранее было уже зафиксировано 2 случая. Поселок полностью изолирован на въезд и выезд. Сейчас после необходимой изоляции дальнейших больных, поселок, еще раз говорю, будет на карантине до полного выздоровления всех больных. И соответствующие дезинфекционные меры на нем будут применяться. Еще раз говорю, что сегодня поселок полностью изолирован и угрозы населению Сунтарского улуса не существует. Конечно же, при этом необходимо будет все меры безопасности по району соблюдать. Руководителю оперативного штаба, главе улуса Григорьеву, такое поручение дано. Также глава сообщил, что на сегодняшний день проверено около 100 анализов по перинатальному центру Якутской клинической больницы. Все они отрицательные, однако особый режим в учреждении не снимается. Вместе с тем, те меры, которые у нас начали применяться, они в обязательном порядке должны быть отработаны. И только после окончания срока карантина и дезинфекции перинатальный центр сможет вновь приступить к работе. 2 случая заражения зафиксированы в Якутске. Это члены семей, ранее заболевших коронавирусом граждан. Таким образом, общее число заболевших за весь период составляет 126. На Чиндинском газоконденсатном месторождении сейчас работает большая группа медиков и специалистов. Сегодня завершится забор анализов у всех работников. Это порядка 10 тысяч человек. Далее, как и сообщали ранее, анализы направят на проверку в Москву и Санкт-Петербург. Айсен Николаев еще раз призвал якутян оставаться дома. Хочу отметить, что необходимо все-таки максимально соблюдать режим изоляции. Потому что когда пенсионеры посещают, мы видим это по биллингу некоторых заболевших, посещают все торговые центры, которые, торговые большие магазины, которые в городе Якутске работают, имеют огромное количество контактов среди родственников, друзей, знакомых, и при этом они сами в конечном итоге оказываются сегодня уже зараженными коронавирусной инфекцией. Круг их контактов вовлекаются сотни людей, которые сегодня вынуждены сдавать анализы, вынуждены потом садиться на самоизоляцию, и, к сожалению, некоторые из них также и заражаются при этих контактах. Поэтому вопросы самоизоляции, они на самом деле это вопросы безопасности каждого из нас. Просьба большая к жителям Якутска, жителям наших других населенных пунктов, где сегодня уже есть коронавирусная инфекция, все-таки правила самоизоляции максимально строго соблюдать. А сейчас узнаем о текущей эпидобстановке в закрытом на карантин городе Алдане. На связи со студией наш корреспондент Руслан Павлов. Руслан, здравствуй. Какова ситуация на сегодня? Здравствуй, Василий. Да, в Алдане сдержанная обстановка по коронавирусной инфекции. За последние сутки 0 положительных. Цифра замерла у нас на 42 зараженных, которые проходят на данный момент лечение. Но расслабляться и терять бдительность не стоит, заявил сегодня глава района Северин Поздняков. Но пока, слава богу, анализы все отрицательные. Но это не повод, еще раз говорю, не повод расслабляться. Коечная мощность у нас больница развернута уже до 120 коек. Поэтому мы никоим образом не замерли. Работа идет каждодневная по выявлению, по обсервированию и так далее. Поэтому не повод расслабляться абсолютно. Что с электронными пропусками? Система вошла в оборот, но есть моменты, когда задерживают эти пропуски, ждут долго.
Но вы знаете, электронные пропуски они не являются заменой старым пропускам. Поэтому я бы хотел, чтобы, я уже и в соцсетях говорил, это не должно повлиять на какой-то ажиотажный спрос на эти пропуска. Старые пропуска, которые выполнены, они действуют. Электронные пропуска у нас идут как дополнение в помощь сотрудникам ГИБДД для того, чтобы они уже смогли, прочитав этот QR-код, понимать, откуда машина, куда она едет, на сколько времени у нее выписан пропуск и так далее. С момента введения самоизоляции, а затем и карантина, активно в работу включились общественные организации города. Одни шьют маски, другие собирают и распределяют гуманитарную помощь. НКО «Все в наших руках» – одна из таких организаций, которая занимается распределением гуманитарки. И как она работает, нам рассказал ее лидер Ренат Хусаинов. Ну, на сегодняшний день гуманитарная помощь оказана людям, которые остались без продуктов, без средств на закупку этих продуктов. Более 90 адресов была доставлена гуманитарная помощь. Кто помогает? Помогают наши алданские предприниматели, плюс подключился предприниматель магазина «Демис» Куранаха, ну и неравнодушные жители тоже оказывают помощь. В режиме самоизоляции и карантина остаются люди, которые вынужденно работают. И возникает вопрос, куда девать и чем занять маленьких детей, если нет дедушек и бабушек. На такой случай в городе Алдане на базе детского сада «Мишутка» работает дежурная группа. Ее посещают всего 10 ребятишек, за состоянием и досугом которых строго следят воспитатели. И вот что они нам рассказали сегодня. У нас проходит ежеутренний фильтр детей, то есть когда они приходят в детский сад, измерение температуры. И проветривание, кварцевание групп проходит каждый час. То есть даже если мы не находимся на улице, если мы не гуляем, мы выходим в спортивный зал, сквозное проветривание в течение 10 минут, кварцевание, потом группа закрывается, и мы возвращаемся обратно. То есть это у нас постоянно эти мероприятия проводятся. Карантин продолжается, оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме. Главы поселений и медики призывают население не расслабляться, оставаться на самоизоляции и сидеть дома. Василий. Спасибо, Руслан. На прямой связи из Алдана передавал наш корреспондент Руслан Павлов. Стабильная ситуация сейчас в Мирном. Там по-прежнему числится один зараженный коронавирусом. На самоизоляции находится порядка 700 человек. С завтрашнего дня начнется их электронный мониторинг. Более подробно об эпидобстановке в столице Западной Якутии нам рассказал глава района. С завтрашнего дня, с 23 апреля, вводится электронный мониторинг жителей Мирнинского района, находящихся на самоизоляции. Администрация Мирнинского района сегодня будет заключена в соглашении с правительством Российской Федерации. И через систему МТС и Мегафон мы постараемся отслеживать тех людей, которые должны соблюдать режим самоизоляции. Это связано еще и с тем, что, например, только вчера было составлено сотрудниками правоохранительных органов 12 актов о нарушении режима самоизоляции на территории района. И, к сожалению, был вчера выявлен один человек, который нарушил предписание Роспотребнадзора, должен был находиться на самоизоляции в течение 14 дней, но вместо этого гулял на улице. Он будет привлечен сотрудниками правоохранительных органов, и материалы будут направлены в суд. Количество прибывающих резко снизилось в Амгинском районе. Пассажиропоток пошел на спад с 15 апреля после приостановки межмуниципального сообщения в регионе. Несмотря на это и на отсутствие случаев заражения в районе, вторую неделю сотрудники ГИБДД, медслужбы и волонтеры дежурят круглосуточно. Проводят профилактические беседы, проверяют температуру тела тепловизором и записывают в журнал всех проезжающих водителей и их пассажиров. В исполнении указа главы Республики Саха-Якутия нами организовано круглосуточное несение службы с 15 апреля по 30 апреля на региональной автодороге Амга-Якутск для пресечения организованной перевозки пассажиров по направлению Якутск-Амга. Крайний срок подачи отчета о доходах и расходах за 2019 год может быть продлен в Якутии. Новая планируемая дата до 1 августа этого года включительно. Такое решение уже принято на федеральном уровне и теперь ждет утверждения в регионе. Напомню, что в отчет входят сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Мы надеемся, что наши депутаты Госсобрания за короткий срок
рассмотрит данные законопроекты, то есть надеемся на 16-м пленарном заседании они рассмотрят и полностью поддержат данные законопроекты. Предприниматели Ленска разделились на два лагеря. Кто-то считает убытки, а кто-то прибыль. Так как некоторые направления бизнеса коронавирус вывел на новый виток развития. В фирмах по доставке готовой еды к такому спросу даже не были готовы. Те же предприниматели, чьи услуги до сих пор не числятся в разрешенных списках, напротив, не знают, как быть дальше. Тему продолжит наша коллега Олеся Васева. В рекламном производстве «Апельсин» с начала общероссийских каникул не отдыхали ни дня. Коллектив из 5 человек решил, что воспользуется этим временем разобрать накопившиеся заявки. Широкоформатный принтер так и не остановился. В городе готовятся к майским праздникам. Каждому предприятию за честь украсить офис баннером в честь 75-летия Великой Победы. Заявки продолжают поступать дистанционно. Соблюдаем меры профилактики, работаем на удаленке. Принимаем заказы на удаленке, обрабатываем, макеты отсылаем заказчику. Он все это нам согласовывает. Убытки не подсчитывали. В принципе, заказы, конечно, объем заказов уменьшился. Но я думаю, что у нас не такая ситуация еще печальная в данном вопросе. Ситуация не самая печальная, поэтому и на поддержку в условиях кризиса не рассчитывают. Помещения в собственности, заказов для выплаты зарплаты работникам хватает. Есть возможность работать дистанционно. Как и у популярной в Ленске службы доставки готовой еды. Помещение здесь тоже в собственности, а заказов, говорят, стало больше. Даже пришлось отменить смены администраторам. Ежедневно работают вдвоем, чтобы успевать принимать заявки от скучающих на самоизоляции ленчан. Мы ничего не потеряли. Работа у нас увеличилась, вдвое, потому что люди все сидят дома, люди кушают. Мы также осуществляем доставки людям, которые сидят на самоизоляции. Увеличились мобильные банки, оплаты. То есть в целом работа у нас, объем работы увеличился в раза 2, даже 3, можно сказать. Боятся только одного – работать в непростых эпидемиологических условиях. Общепит – сфера ответственная. И здесь не скупятся на меры защиты. Перчатки, маски, антисептики. Всего в достатке. Работать продолжают. Сверхприбылями в период самоизоляции могут похвастаться лишь единицы. Без убытка сегодня продуктовые магазины и точки товаров первой необходимости. В России даже составили список самых пострадавших отраслей. Последней поправкой к нему добавили непродовольственный ритейл. И не зря. Торговые центры сегодня – зоны карантина. За последний месяц предприниматели, арендующие здесь площади, потеряли по самым скромным подсчетам от 500 до 800 тысяч рублей. Аренду и налоги пока можно не платить, но придется это сделать позже. А вот такие маленькие уютные салоны сейчас вообще на грани вымирания. Помещения в аренде, есть кредиты, платить коллективу нечем. В списках поддержки они есть, но на просьбу отсрочить платеж по 2 кредитам Ксения, хозяйка салона, уже получила отказ. Единственный, кто пошел навстречу – фонд поддержки предпринимательства района. Этот заем, который на развитие бизнеса я брала для развития своего бизнеса, нам его отсрочили на полгода. То есть это очень такая существенная поддержка и помощь для нашего бизнеса. Больше всего мне трудно за свой коллектив, потому что я несу финансовую ответственность за девочек, которые у меня работают, у которых также есть дети, у которых также есть и ипотеки, и кредиты. И больше переживаешь за них, а не за себя. В Ленском районе сегодня 130 малых предприятий и 1149 индивидуальных предпринимателей. Эти данные предоставили нам в отделе по делам предпринимательства районной администрации. И подчеркнули, к концу года и тех, и других будет заметно меньше. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Верхневилюйский район закупил 270 ноутбуков для помощи в организации дистанционного обучения. Технику приобрели за счет местного бюджета. В первую очередь обеспечат ими детей из малообеспеченных и многодетных семей, выпускников 9 и 11 классов, а также детей, которые углубленно изучают предметы. Ноутбуки должны поступить в начале мая. Далее их распределят по семьям. На этом пока все. До встречи в следующем часе.